Несмотря на то, что некоторые пользователи соцсетей пишут о том, что повторно заболели коронавирусом и уверяют, что в этот раз все протекает сложнее, представители Минздрава сообщают, что пока точных доказательств того, что можно повторно заразиться COVID-19, нет. Относительно беспокойства граждан, многие обращаются, почему именно в школах, почему именно среди жилмассивов, микрорайонов. Мы просто объясняем ситуацию, действительно, эти залы, они, во-первых, отапливаемы. Мы их распределили по городу зонально для того, чтобы именно жители ближайших домов, ближайших микрорайонов могли получить помощь, чтобы не ездить куда-то в центр, либо в другие районы, вдали от них. Кроме того, сейчас наши ученики обучаются в офлайн обучении. Если ситуация стабилизируется, то они пойдут в онлайне сейчас, но если стабилизируется, они пойдут в офлайн обучение. Ранее международные СМИ писали о том, что в первый раз в мире от повторного коронавируса погибла 89-летняя женщина из Нидерландов. Однако у нее был рак. Независимые специалисты, в свою очередь, сообщают, что отрицать повторного заболевания вирусом нельзя. Поэтому советуют придерживаться всех санитарных норм, предписанных Минздравом. Во всем мире более 1000 людей снова заболели коронавирусом. Это подтвердил и тест. По их словам, тест положительный был после 40 дней. Но специалисты полагают, что, возможно, это след от первой болезни, и он считается ложноположительным. А во-вторых, говорят, что после 30 дней появляются повторные симптомы. У больных коронавирусом симптомы длятся до 3 месяцев. Между тем, статистика по коронавирусу в Кыргызстане растет с каждым днем. За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 482 случая заражения. В то же время 127 человек выздоровели и были выписаны домой. Между тем, Бишкекская мэрия открыла дневные стационары для лечения больных с вирусом COVID-19. В основном стационары открыты в школах 4 районов города. В общей сложности в 8 школах 440 коечные стационары днем принимают больных. Вообще, сама по себе это вирус COVID-19, она новый вирус, искусственно созданный вирус. Поэтому утверждение того, что остается после него пожизненный иммунитет или длительный, еще не ясно. Но ученые говорили, что может быть в течение 3-6 месяцев иммунитет оставаться. Но если люди летний период или ранней весной заболели, возможно, этот иммунитет уже прошел, повторное заражение будет. Все зависит от иммунной системы человека. По информации Минздрава, в ближайшие 2 недели ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Как сообщают специалисты, если каждый гражданин не будет серьезно относиться к заболеванию, то ситуация в скором времени может протекать еще хуже, чем в июле. Айдон Беков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.